Как известно, в войне выигрывают не только танки и самолеты, но прежде всего дух. Это основной фактор победы – дух народа. Для нашей страны истинным символом Второй мировой войны стал поэт, герой Муса Джалиль. Он выразил в стихах то, что определило победу над фашизмом – несгибаемый дух народа. Муса Джалиль прославил свой народ в бессмертном цикле стихов «Моабитская тетрадь», который был написан в фашистских застенках. В 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес блокнот в Союз писателей Татарии с 60 стихов Джалиля. Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский патриот Андре Тиммерманс, который выполнил последнюю волю поэта и отправил стихи на родину. Был еще один сборник стихов из Моабита. Его привез бывший военнопленный Габбас Шарипов. Терегулов и Шарипов были арестованы. Терегулов погиб в лагере. До сегодняшнего дня сохранились два блокнота, в которых содержится 93 стихотворения. Они написаны на татарском языке, арабской и латинской графикой. Впервые «Моабитская тетрадь» была опубликована только после смерти Сталина в 1953 году, и только спустя 4 года автор был посмертно удостоен Ленинской премии. Если кровь твоя за родину лилась, ты в народе не умрешь, джигит. Кровь предателя струится в грязь, кровь отважного в сердцах горит. «Моабитская тетрадь» была переведена более чем на 60 языков мира. В 2013 году цикл стихотворений был включен в список 100 книг Министерства образования и науки России, рекомендованных школьникам для прочтения. «Моабитская тетрадь», созданная в плену перед самой казнью, известна даже в самых отдаленных уголках нашей планеты. Они сражались за родину и штыком, и пером. Из 53 членов Союза писателей Татарии в течение первого года войны 25 литераторов ушли на фронт, но лишь единицы смогли вернуться обратно. Для победы над врагом важное значение имело идейное и морально-политическое единство советских людей. И для того, чтобы создать духовный фундамент победы, моральный фундамент победы, конечно, большое значение играла деятельность творческих союзов писателей, художников, композиторов. В Татарстане уже в первый год войны из 53 членов Союза писателей ТССР 25 ушли на фронт. 15 писателей работали в редакциях татарских фронтовых газет. Татарские фронтовые газеты, они появились в разгар Сталинградской битвы. И на сегодняшний момент мы знаем о существовании 16 таких татарских фронтовых газет. Вот, например, Муса Джалиль, Ахмед Файзи выступил в печати. Затем, через несколько дней, крупнейший наш писатель Шариф Камал выступил со статьей «Мы победим, потому что наше дело правое». Кауин Аджми выступил очень солидной статьей. В то время в Союзе писателей состояло 50 членов. Из них ровно 40 ушли на фронт. Вот видите, 10 человек остался, но они или взрослые по возрасту, точнее, или больные, но все же, когда шла уже война в 1942-1943 годах, даже эти старики съездили на фронт, по 3-4 месяца принимали участие в выпуске фронтовых газет. И несколько раз они повторяли вот свои
командировки. В конце тревожного 1939 года, когда уже чувствовались грозовые тучи войны, состоялась свадьба Сибгата Хакима и молодой деревенской медсестры Муршиды. Я помню последний день 1939 года. Буранный день в татарской слободе. Стою у ворот и встречаю гостей. Первым был Адель Кутуй, затем Муса, Туфан. Много писателей было на моей свадьбе, на той нашей последней встрече. Довоенная свадьба, просторный стол, медовый чак-чак и рядышком соль. Хасан Туфан поднимает тост. 2 жизни, один самый нужный мост. Горько, горько, а впереди испытаний сколько. Сладкой покажется черствая корка. Горько, шампанского взрыв. Встает Муса, влюбленным чистые небеса. Горько, горько. Их всех вскоре разбросает война. Муса Джалиль попал в плен. Адель Кутуй похоронен в Польше. Хасан Туфан оказался в Сибири. Адель Кутуй стремился попасть в войну первые же дни. Он тогда жил, вот сейчас улица Муштари, тогда Комлева называлась, написал заявление: «Прошу направить меня на фронт. В такие дни не могу оставаться вне этих событий. Я буду ждать повестку каждый день до 12 часов в своей квартире». Но он действительно уехал. Принимал участие в самых таких трудных участках войны. Например, в Сталинграде он принимал участие. И у него есть такое стихотворение в прозе «Мы сталинградцы». Это такое произведение, которое олицетворяет лицо Великой Отечественной войны. Сибгат Хаким после офицерских курсов сразу попал на Курскую дугу. Из этой мясорубки живыми вышли немногие. Из их батальона осталось 9 человек, в том числе дважды контуженный, но живой командир роты Сибгат Хаким. Сибгат Хаким, конечно, он был, знаете, в самой страшной войне, где Прохоровка, Курская дуга, первый такой удар советской армии был нанесен именно на Курской битве. В тылу была полностью перестроена работа Союза писателей Республики, ликвидировались все секции и создавался отдел агитации и пропаганды. В годы войны, естественно, наиболее популярные и наиболее востребованными были малые формы, и их легче всего было создавать. Это рассказы, это очерки, но появлялись позже уже и повести, и романы. Писателям очень большую помощь оказывали и ученые, которые были эвакуированы в Татарстан, потому что вместе с писателями они проводили тематические вечера, они проводили лекции. Оставшиеся в тылу татарские писатели вели пропагандистскую работу. При Союзе был создан специальный отдел агитации и пропаганды, в котором активно работали такие видные мастера пера, как Кавин Аджми и Тази Гизат. Одна из самых красивейших песен татарского народа «Адриатическое море» была написана Салихом Сайдашевым именно к пьесе Тази Гизата «Настоящая любовь». Это произведение о войне и о любви стало бессмертным творением авторов.
шел военный 1942 год. Все работники культуры были направлены в Кайбецкий район на рытье окопов. Были серьезные опасения, что линия фронта будет проходить здесь. Моральный дух населения был подавлен. Среди тех, кто работал на оборонительных сооружениях, был Джаудат Файзи. Бригадой руководил Адель Кутуй. Он-то и предложил Джаудату Файзи создать такое произведение, которое было бы способно воодушевить и подбодрить население. Джаудату Файзи понадобилось 3 месяца для сочинения первой музыкальной комедии «Башмагым» – «Башмачки». Она зазвучала 1 марта 1942 года. Принятая в тяжелую минуту слушателям, комедия «Башмагым» до сих пор продолжает вдохновлять и радовать своих поклонников. Известно, что за годы войны композиторы республики создали 250 произведений. Только за первый и второй год войны было создано 108 произведений, и из них 72 на оборонную тему. Среди наиболее известных композиторов, творчество которых помогало выживать татарстанцам прежде всего, это, конечно, Ключерев, это Жиганов, Джаудат Файзи, Хабибулин, Михаил Юдин и многие-многие другие. В 1939 году студент Московской консерватории Фарид Ярулин начинает создавать первые инструментальные фрагменты будущего балета «Шурале». В течение 2 лет композитор пишет большую часть музыки. В 1941 году завершает произведение в клавире, но не успевает оркестровать его. Началась Великая Отечественная война. Фарид Ярулин был призван в ряды советской армии и погиб в 1943 году. Премьера балета состоялась 12 марта 1945 года в Казани. Балет «Шурале» имел большой успех и до сих пор считается великим художественным произведением в жизни татарского искусства. Несмотря на то, что труд татарских писателей был очень сильно востребован, на них не распространялась бронь, то есть они призывались на фронты войны в общем порядке. И в декабре 1942 года председатель правления Союза писателей ТАССР Таджи Гизат с большой горечью говорил о том, что их отправляют на общих основаниях, но не используя по специальности. В октябре 1943 года в Москве в правлении Союза советских писателей состоялось обсуждение доклада о деятельности татарских писателей в годы войны. И Александр Фадеев, узнав о том, что более 20% писательской организации республики уже погибли на фронтах, высказал очень большую обеспокоенность и рекомендовал привлекать татарских писателей именно в редакции фронтовых газет, а не на передовую. В годы Великой Отечественной войны на многих фронтах выходили газеты на татарском языке. В них работали известные писатели и журналисты. Первая фронтовая газета на татарском языке «За Родину» вышла 11 июля 1942 года на Северо-Западном фронте. К осени внештатным поэтом в редакцию пригласили Шарафа Мудариса. Известный татарский поэт по немецким листовкам изучил немецкий язык. После войны на татарский язык он перевел произведения Гёте и Шиллера. В ноябре 1942 года на Калининский фронт военкором татарской газеты «Вперед на врага» попадает председатель Союза писателей Татарии Авзал Шамов. На страницах газет
Шамов опубликовал несколько сотен очерков, рассказов, фельетонов, написанных по следам боев. Третью татарскую газету «За честь Родины» начали выпускать в декабре 1942 года на Воронежском фронте. Военкором сюда прислали драматурга Ризу Ишмурата. Выходивший на Карельском фронте татарской газете «В бой за Родину» работал писатель Абдурахман Абсалямов. Знаменитый татарский прозаик, автор бесценного произведения «Акши-Шеклер» или «Белые цветы», Абдурахман Абсалямов с войны вернулся с огромным чемоданом, который, по словам друзей, невозможно было даже поднять. Сам он этот свой военный скарб в шутку называл «золотыми вещами». Чемодан военкора по приезду домой был набит блокнотами, газетами, вырезками из фронтовых газет и статьями, а сам писатель говорил, что в войну он прошел настоящую школу журналистики. Специфика военной газеты научила его работать быстро и смело. Хисам Камалов 19-летним уехал на фронт, вернулся одной ногой. Всю жизнь работал в издательстве, написал тетралогию о войне. Если мы хотим узнать что-то подробнее и реалистическое об этой войне, надо прочитать его романы. Вот 4 романа. Но первое слово в прозе о войне, можно сказать, сказал Абдурахман Абсалямов. Он непосредственный участник войны, принимал участие в освобождении Карелии, Прибалтики. Вот написал «Орлята» роман, «Газинур» и другие произведения. Конечно, у него стиль другой. Он писатель-романтик. Вот видел в войнах такую романтичность. Конечно, они считаются, они интересны, они вдохновляют. Героизм людей на фронте, их самоотверженный труд в тылу получил отражение во многих произведениях. Состояние народной души, потрясенной войной, передавала поэзия. Талантливейший поэт Фатих Карим 3 года был на передовой, служил снайпером и героически погиб при штурме Кёнигсберга. Но его поэзия занимает особое место не только в татарской и русской, но и в мировой литературе. Вот из этого дома Фатих Карим отправился на фронт и не вернулся. Удивительно, но именно Великая Отечественная война для поэта стала самым плодотворным временем. Он написал более 150 стихотворений, 9 поэм. Еще удивителен тот факт, что всю войну Фатих Карим прошагал не военным корреспондентом, а рядовым солдатом. Так что свои лучшие творения он писал на прикладе винтовки, в окопах, между боями, под обстрелами, пересылая их потом в письмах к семье и друзьям. Он дважды был ранен. Ранен был серьезно. Любой человек мог бы сказать, что он уже уходит с позиции, потому что кровь течет. Но он оставался. Оставался там, и 3-я пуля, значит, это уже последняя была пуля. Мин рядовой солдат bu soğuşta. Тик bir ягым белән аерылам. Рядовойлар төнен йоклаганда, йоклый алмыйм шатлык кайгыдан. Башкаема һич тә тынғы бирми, окоп почмагында утырам. Аламын да куен дәфтәремне янып җыр язарга тотынам. Ут булмаган җирдә ай яктырта. Җыр хакында кала йокылар. Окопларда язган җырларымны hürmet bilen dostlar okurlar.
33 писателя погибли. Вот, членов Союза писателей. Но тогда, знаете, очень много было начинающих писателей. Они могли бы действительно стать членами Союза писателей. А вот если считать и их, около 200 писателей воевали на фронтах. Вот татарские писатели – это вот на передовых позициях. Они, как Муса Джалиль, вот первые дни войны он написал такое стихотворение «Айда, моя песня», вот, призывающее к борьбе против фашистов. Вот тогда он высказывает такую мысль, что я буду бороться против фашизма двумя оружиями: и пером, и автоматом. Но испытал ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое? Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Муса Джалиль. Моабитская тетрадь. Много боли, смерти и страданий принесла эта война. Она вошла в каждый дом, в каждую семью. Они били врага и пером, и штыком. Они сражались за Родину. Их пламенное слово зажигало сердца. Творческая интеллигенция внесла огромный вклад, помогая людям выстоять, не сломиться и продолжить свой путь. Как это было, покажут вехи истории.